Сейчас уже опыта достаточно, чтобы не испытывать ничего, когда находишь очередную мину, но все-таки случаются исключения. Бывают ловушки, бывает просто что-то, что хорошо замаскировано, и ты видишь, что в последний момент. И вот тогда, конечно, случается прям задуматься о своей жизни. Но это моя работа, она довольно медитативная, и когда я погружен, когда я в фокусе, я чувствую себя в мире самим собой. Я свое нахождение здесь связываю напрямую с возможностью вернуться домой. Последние годы в Беларуси я занимался робототехникой. Я был одним из учредителей компании, которая производила роботы, моторы к ним. Довольно высокотехнологичная штука, и мы пытались сделать ее целиком белорусской. И это, в общем, получилось. До 2020 года все было довольно неплохо, но потом случился 2020 год. Из Беларуси я уезжал в один день в том, что было на мне надето, то есть одежда, паспорт, и мне пришлось уезжать довольно срочно. За мной пришли домой, пришли к родителям моей бывшей жены, к моим родителям. В общем, времени особо не было, поэтому пришлось бросить все как есть. Какое-то время компания еще продолжала свое существование, но когда началась война, ее окончательно захватил Ростех. И, насколько я понимаю, они пытаются эти наработки сейчас использовать для своей военки. Предприятия госкорпорации «Ростех» выпускают военную продукцию в рамках гособоронзаказа с опережением графика. Еще до приезда в Украину выяснилось, что у меня тут есть знакомые. Я пообщался и принял решение ехать в полк. Так уж получилось, что сейчас я командую саперами в полку. Это было мое осознанное решение. Судя по всему, оно было всю жизнь, но в белорусской армии нет возможности выбрать себе профессию, а здесь есть. Поэтому я прицепился к местным саперам, убедил их отправить меня на всевозможные курсы, получить знания, и стал сапером сам. Поскольку у нас нет возможности набирать саперов с опытом, то в подразделение приходят люди, которые действительно этого хотят. И сейчас мы пришли к тому, что людей мы отбираем исключительно по их темпераменту. То есть никаких импульсивных решений, никакой вспыльчивости. Все саперы — это очень ровные, спокойные ребята, способные делать свою работу медленно, но неотвратимо. Ну, кроме последствий 2 ранений, за этот год я стал гораздо более спокойным, еще более спокойным. Просто потому, что представление о какой-то критической или экстремальной ситуации, оно очень сильно изменилось, и что бы ни происходило в гражданской жизни, это просто не сравнится с тем, что происходит там. Поэтому и, собственно, нервничать нет повода. Любые ситуации здесь кажутся просто мелочью, не стоящей того, чтобы тратить на это нервы и энергию. Я здесь 2-й раз. И 1-й раз здесь проходили похороны одного из наших побратимов, поэтому для меня это об этом, в общем. Многие думают, что война — это сидение в окопах, но
но конкретно для нас это не так. Дело в том, что мы на свои задачи выезжаем, то есть мы живем, как правило, где-то 5, 7, 8, 10 километров от нуля, и с вечера становится известна задача. Дальше уже по карте примерно понимаешь, как там подъехать, где высадиться, куда идти. Соответственно, с утра, как правило, еще затемно мы встаем, выезжаем в район и работаем максимально так, чтобы не попасть под дроны, ну и, соответственно, под обстрел. Этого, как правило, не удается избежать, поэтому приходится и побегать, и попрыгать в окопы, и всякое такое, но, как правило, после обеда мы уже в каком-то цивилизованном месте, и это очень дико, потому что еще час назад ты весь потный в бронежилете бегал под обстрелом, а тут уже сидишь, ешь шаурму, смотришь на каких-то женщин. Ну, в общем, примерно вот так. Ну, несколько раз приходилось для осмотра пробивать двери, ну, просто подрывом. И я подумал, возможно, это не самое оптимальное решение, то есть оно простое, да, то есть там, шарик пластида и все, замка нет. Но я подумал, может быть, есть какие-то альтернативные варианты, начал копаться и нашел вот такое. И я увлекся спортивным взламыванием замков. Ну, то есть есть специальная дисциплина под это дело, есть инструменты, есть целое сообщество. Ну, то есть речь не идет о том, чтобы там кому-то войти в дом. Есть вот учебные спортивные замки, набор отмычек. И вот сидишь с ними, возишься, и мелкая моторика разгружает голову. Ну, свободного времени, с одной стороны, хватает. С другой стороны, объективно нужно время на отдых. Потому что каждый боевой выход – это серьезная нагрузка и физическая, и эмоциональная. Поэтому, когда возвращаешься, хочется просто какое-то время отдохнуть. Ну, в общем, ничего необычного. Кто-то пялится в телефон, кто-то читает, кто-то просто ничего не делает. Частенько бывают выезды на полигон, тренировки. Так что свободное время вроде как есть, но вот саперы работают через день. То есть день боевой выход, день отдыха. Это если получается. Но вот этот день отдыха, он как раз уходит на то, чтобы прийти в себя, дождаться новой задачи, начать ее планировать и уже на следующее утро выехать опять. На войне, кроме непосредственного врага, есть очень неожиданные места, откуда может прийти подлянка. Конкретно на нуле, в блиндажах, в окопах полным-полно мышей. Сама по себе животинка безобидная, но грызет все подряд. Еду, мешки, кабели, все что угодно. Однажды нам пришлось спать в окопе в очередной раз, и я проснулся с тем, что у меня не работает один наушник тактически. Просто пока я спал, мышь перегрызла провод. И одна из проблем – это то, что не прогрызают себе пути в пленке, которые накрываются блиндажи, и через них начинает протекать вода, когда идет дождь. В общем, борьба с этими мелкими животными, она занимает очень много времени и эмоций, когда можно было бы воевать. Если сапер ведет группу, то он идет впереди. И поскольку мы смотрим вниз, то мы можем полагаться только на наших побратимов, которые идут сзади и нас прикрывают. Поэтому приходится доверять тем, кто идет за нами. Ну, я командую подразделением саперов, поэтому там есть какое-то количество и бумажной работы, и работы с матбазой, и склад, и командировки, курсы, повышение квалификации ребят. Это занимает довольно много времени, плюс с учетом того, что я в гражданской жизни был инженером,
по образованию, я еще и помогаю ребятам, которые занимаются какими-то инженерными проектами. В том числе дроны, в том числе система охраны периметра, такие вещи. Мечты здесь довольно прозаичные. Когда едешь с выхода, мечтаешь помыться и поспать. Когда выезжаешь куда-то на тыловую базу, я очень скучаю по детям. И хотел бы их увидеть. Мечтаю, чтобы все это закончилось поскорее. Другое дело, что, судя по тому, как оно идет, это может затянуться на многие годы, а то и на десятилетия. Что с этим делать, я пока не знаю. Прорвемся.